Здравствуйте, в эфире информационная программа телеканала «Ахшам». В студии работает Жандос Сатыбалды. Сегодня в выпуске. Торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню, состоялось во Дворце культуры горняков имени Шумбулата Дальдебаева. Креативным способом решили поздравить женщин с 8 марта на предприятии ЖСК Сервисис и заводе горно-шахтного оборудования. Пункт приема доброты продолжает принимать помощь от неравнодушных сатпаевцев. Вчера в стенах Дворца культуры горняков прошло торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню. В ходе мероприятия были награждены женщины, активно участвующих в общественно-политической жизни города. Более подробно о мероприятиях в честь праздника «Прекрасные половины человечества» расскажет моя коллега Наргиза Жанабекова. На торжественном собрании с приветственным словом выступил аким города Сатпаев Аскар Идрисов, который поздравил женщин, принявших активное участие в общественно-политической жизни города, и вручил им почетные грамоты. Особый почет оказали многодетным матерям города. А кто сегодня в очагах? Конечно, женщины. Они ждут своих мужей и сыновей, любят, переживают с нами наши неудачи и больше всех радуются нашим успехам. Спасибо вам за все, что вы дарите своим близким. Заботу, любовь, тепло. Нам, мужчинам, это правда очень нужно. Наши женщины не только опора семьи, но и опора города. Среди вас многодетные матери, представители бизнеса, врачи и педагоги, государственные служащие и журналисты, коммунальной сферы и производства. Вы представительницы прекрасной половины человечества, трудитесь сегодня во всех сферах жизни нашего города. И вы все очень энергичные, очень востребованные женщины. Милые наши женщины, спасибо вам за доброту и терпение за ваш труд, за то, что на ваших плечах лежит ответственность не только за семью, но и за окружение. И вы делаете это всегда с любовью, заботой и добротой. Награждается Любимчук Кармикаш Абляшимовна, руководитель финансово-хозяйственного отдела аппарата акима города. Многие женщины работают во благо нашего города. В частности, 90% работающих в сфере образования – это женщины, 60% госслужащих и 70% работающих в сфере здравоохранения – тоже женщины. На торжественном собрании директор гипермаркета Улудала Елена Кубай выступила с приветственной речью и передала многим многодетным семьям памятные подарки и праздничные продовольственные корзины. Расхабаева Азель Сабаровна. В ходе торжественного мероприятия талантливая молодежь нашего города выступила с различными музыкальными и хореографическими номерами. Кроме того, помимо местных исполнителей, с яркой концертной программой выступили специально приглашенные звезды эстрады, группа «Лавреска». Марта – отличный повод от всего сердца высказать слова любви и признательности в адрес женщин. Многие женщины, имея семьи и воспитывая детей, добиваются заметных результатов в труде. Они работают в образовании, здравоохранении и культуре. Немало женщин и среди предпринимателей, руководителей производств разного профиля. И это не случайно. Ведь именно представители прекрасной половины человечества обладают такими качествами, как трудолюбие, профессионализм и ответственность. Вчера аким города Сатпаев Аскар Идрисов поздравил женщин, активно участвующих в общественной жизни города. Дорогие и милые наши женщины, от всей души я вас сегодня поздравляю с этим прекрасным праздником.
8 марта, Международным женским днем. Сегодня с этим праздником приходит весна, тепло, и вы сегодня вот такие прекрасные, красивые, олицетворяете вот весенние лучи солнца, тепла. Сегодня вы все красивые, говорят, независимо от возраста, женщина всегда красивая. Как говорят, у женщины есть 3 возраста: юность, молодость и как вы прекрасно выглядите. Поэтому вы у нас всегда прекрасно выглядите. В мероприятии принял участие актив города. Не оставаясь в стороне, с поздравительной речью выступила секретарь Сатпаевского городского маслихата Татьяна Хмелерчук. Мне хочется от всего депутатского корпуса сердечно вас поздравить, пожелать самое главное, чтобы женщины наши, проживающие в Казахстане, смогли самореализоваться. Самореализоваться, во-первых, как мама, как супруга, как специалист высокого уровня, чтобы мы с вами были счастливы. Во время мероприятия всю женскую половину нашего города поздравляли с праздником, а талантливая молодежь выступала с различными хореографическими номерами и исполняла душевные песни. Наргиза Жанабекова, Биржан Сагындык, Эльдар Алимжанов. Специально для новостей телеканала Акшам. В преддверии Международного женского дня администрации, профсоюзный комитет предприятия Жезказган Сервисис и завода горно-шахтного оборудования решили преподнести своим работникам, а точнее работницам, креативный подарок. Среди тех, кто побывал на мероприятии необычного формата, были и корреспонденты телеканала Акшам. Женщина – это романтика. Женщина – это дети, женщина – это весна. О, женщины! Произносить эту фразу можно по-разному. И вчера мы в очередной раз в этом убедились. Прекрасная половина предприятия Жезказган Сервис и завода горно-шахтного оборудования вызывала у мужчин и уважение, и удивление, и восхищение. Накануне весеннего праздника администрация и профсоюзный комитет Жезказган Сервиса и ЗГШО провели для своих прекрасных коллег необычное мероприятие. Веселую и при этом интеллектуальную игру с красноречивым названием «О, женщины». В брейн-ринге участвовали 4 команды. 4 команды трудовых подруг, готовых помочь, подсказать, выручить. Причем у каждой сборной была своя группа поддержки. Болельщики всеми силами старались зарядить участниц положительной энергией. Оценивали старания конкурсанток, точнее восхищались их талантами, члены многоуважаемого жюри – мужчины. Пользуясь прекрасной возможностью, они поздравили всех женщин с этим праздником. И не просто поздравили, а отметили и наградили. Четыре команды, 4 тура. Участницы демонстрировали собравшимся не только свои знания, но и творческую индивидуальность. Чувство юмора и находчивость, кстати, тоже. Что это не тот подарок, который она ожидала. Результат вы видите. Может, мужчины своим любимым женщинам дарите только правильные подарки. Несмотря на известную женскую солидарность, конкурс есть конкурс. Члены жюри определили победителей интеллектуальной игры и отметили наиболее активных участниц. Однако без подарков, грамот и денежных премий не остался никто. Уважаемые коллеги, разрешите всех вас поздравить с наступающим праздником 8 марта и поблагодарить профсоюзный комитет за столь красочное, яркое мероприятие. Мы очень рады были поучаствовать, хотя сначала сомневались, переживали, но тем не менее мы заняли сегодня первое место, мы очень рады. Еще раз всех с праздником! Мероприятие такого формата проводится здесь впервые. Организаторы отмечают, это замечательный способ раскрыть творческую натуру женщин производства, показать, насколько они красивы, умны и самокритичны. В результате довольными оказались все: и участницы игры, и болельщики, и зрители, и даже мужчины.
Владимир Романьков, Биржан Сагандык, специально для новостей телеканала Акшам. В наших выпусках мы уже рассказывали о пункте приема доброты, недавно открывшемся при Центре социальной поддержки «Комкор». Неравнодушные жители Сатпаева продолжают оказывать посильную помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. О добрых делах в нашем следующем видеосюжете. Пункт приема доброты продолжает принимать помощь, а неравнодушные граждане продолжают делать наше общество чуточку добрее. В числе тех, кто оказал посильную помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, были работники двух государственных учреждений – отдела строительства и отдела архитектуры и градостроительства города Сатпаев. Назикуль Суттибаева и Канат Бикжигитов привезли в пункт приема доброты уже готовые продуктовые наборы. Сотрудники Центра социальной помощи «Комкор» в свою очередь проинформировали гостей, куда направится помощь от неравнодушных граждан. Тем, кто нуждается в ней больше всего. А следят за этим сами многодетные матери, создавшие при Центре свою организацию «Ана Коргане». Да, они помогают, сами находят самые тяжелые случаи, сами распределяют, ходят прям по домам. Смотрят ситуацию конкретную, каждую конкретную семью изучают, да, смотрят. И все вот, что есть, распределяют. Поэтому все это доходит до конкретных людей. А здесь есть, которые проживающие, да, есть тоже, да? Есть. Им тоже это продукты, да? Да. Руководители городских отделов строительства, архитектуры и градостроительства, узнав о проводимой в Центре социальной поддержки работе, всецело поддержали благое дело общественников. Город ждал такой инициативы и такого центра, сказали Назикуль Суттибаева и Канат Бикжигитов. Это очень хорошее начало. Мы только рады поддерживать вас в этом. И спасибо. Да, и всегда мы поддерживаем. И думаем, по мере возможности каждый раз поддерживать. И население, в свою очередь, призываем, чтобы каждый смог участвовать в этом благом деле. Владимир Романьков, Аслан Амиров, специально для новостей телеканала Акшам. Это были все новости на сегодня. Впереди 8 марта, поэтому от имени редакции телеканала Акшам позвольте поздравить прекрасную половину человечества с Международным женским днем. Любви и счастья вам! Увидимся на следующей неделе. Приятных вам праздничных дней!